Наталья Иннокентьевна? Ага, так, да, вот зашли. Ага. Так. Тут что-то... Куда нужно, чтобы посмотреть-то? На себя-то я тут не видела. Почему-то я зашла в эти... Ага. Так. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Я вижу, что нас становится как-то раз все больше и больше. Очень приятно. Мы говорим о том, что сегодня у нас 4-я лекция в рамках «Музыка для всех». И на сайте все это происходит, в библиотеке, по каналу YouTube. И мы, конечно, очень рады этому сотрудничеству, которое у нас продолжается уже который год. Вот 4-я лекция посвящена детскому балету якутского композитора Кирилла Герасимова. И нам об этом расскажет наша аспирантка, бывшая музыковед Розалия Давлетова. Ну, я хочу сказать, что балет, конечно, очень знаковый. Это на сегодняшний день единственный национальный балет для детей. И, конечно, музыковеды не могли не обойти вниманием такое явление в классическом искусстве. И поэтому я думаю, что нас сегодня ожидает очень интересный рассказ, лекция. Тем более сегодня композитор, по-моему, здесь с нами. Ага. Ну вот, внимание, все, Розалия Рашитовна. Пожалуйста. Добрый день, начнем, да? Угу. Ну, в первую очередь необходимо сказать, что балетная музыка Якутии представлена балетными спектаклями классического образца в постановке Государственного театра оперы и балета имени Саурона Малона, а также этнобалетами и хореографическими спектаклями в сценическом решении Национального театра танца Республики Саха-Якутия имени Зверева. Сегодня мы с вами поговорим о музыке, написанной в жанре балета, заслуженного деятеля искусств Республики Саха-Якутии, члена Союза композиторов Российской Федерации и члена Союза композиторов Республики Саха-Якутии, почетного гражданина Сунтарского улуса, автора гимна Республики Герасимова Кирилла Афанасьевича. К первым сочинениям композитора в хореографическом жанре можно отнести поэму «Аюн», которая была написана в 1991 году. В 1992 году на это произведение был поставлен одноактный балет. Симфонический же вариант поэмы прозвучал на фестивале «Классика и современность» в городе Новосибирске. Также с успехом был исполнен в городах Москва и Санкт-Петербург. Так, в 2012 и 2017 годах поэма «Аюн» под управлением главного дирижера филармонии Якутии Фабио Мастранджело была исполнена в концертном зале Мариинского театра. В балетном сценическом воплощении премьера «Аюна» состоялась 17 октября 1992 года и представляет собой одноактный балет по мотивам шаманизма. Хореография и постановка балета принадлежит заслуженной артистке Республики Саха-Якутия Марии Васильевне Сайдыкуловой. Художником-постановщиком стала заслуженный деятель искусств Российской Федерации Республики Лена Ивановна Гоголева. Дирижером-постановщиком является сам автор хореографической поэмы. За последние 4 года в творческом портфеле композитора прибавились 2 балета. Один из них под названием «Аярко. Благословенные узоры» был закончен в 2019 году. Впервые балет был представлен 5 марта 2021 года на встрече Кирилла Афанасьевича с преподавателями и студентами отделения теории музыки Якутского музыкального колледжа имени Марка Николаевича Жиркова. Второй балет Кирилла Герасимова «Сказочная долина» был написан в конце 2019-го, начала 2020 года к юбилею Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских по просьбе администрации школы в лице Дмитриевой и Дарьи Ивановны. Постановка балета намечалась на май 2020 года, но была перенесена в связи с пандемией. Премьера балета «Сказочная долина», который является первым якутским национальным детским балетом, состоялась в Государственном театре оперы и балета 28 апреля 2021 года. Она прошла при участии учащихся балетной школы и симфонического оркестра «Симфоника Арктика», Государственной филармонии
Республики Саха-Якутия имени Галины Михайловны Кривошапко под управлением дирижера, заслуженного деятеля искусств Натальи Базелевой. Балет написан в 2 актах и 5 картинах. В основу сюжета балета легли якутская народная сказка «Ючугею-Дюген» и пьеса «Долина стерхов» якутского писателя, поэта и драматурга, народного поэта Якутской АССР Ивана Михайловича Гоголева, Кандыла. Автором либретто является кандидат искусствоведения, доцент Арктического государственного института искусств и культуры Парасковья Емельяновна Заболоцкая. Редакцией либретто занималась хореограф и постановщик, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия и Российской Федерации, руководитель балетной труппы театра Екатерина Лаврентьевна Тайшина. Художник-постановщик, главный художник театра, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия Саргалана Владимировна Иванова. Арт-дизайн Егора Сургучева. Сольные партии исполнили артисты балета театра, выпускники колледжа Ючугею-Дюген Айтал Ефимов, Аралыкова Татьяна Попова, старик ЦРК НССН Никита Рогов. Удаганка Харистана партию Удаганки Харистана исполнила студентка 1-го курса балетной школы Алисия Пак. Сейчас Алисия является студенткой 2-го курса и лауреатом международных всероссийских конкурсов, обладателем гранта целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия и победителем в проекте «Большие и маленькие». Примечательно то, что в лице Алисии продолжается 3-е поколение династии основателя, первого директора балетной школы Якутии Натальи Посельской. Роль маленького Хачугура исполнил ученик 3-7 класса школы Алеша Наговицын. Сказочные персонажи – это учащиеся и студенты школы. Значение премьеры балета «Сказочная долина» прекрасно отразила в своей рецензии известный московский критик, историк балета Виолетта Майниеце. В наши дни, к сожалению, редко создаются детские балеты, тем более оригинальные произведения, притом на национальную тему. Удачные, добрые, талантливые, как в области постановки, так и исполнения, «Сказочная долина» – явление уникальное, заслуживающее всесторонней поддержки и внимания. Это первая полнометражная постановка Якутской балетной школы имени Аксении Натальи Посельских. И результаты этого первого грандиозного для школы проекта оказались интересными, убедительными, увлекательными и удачными. В нем заняты все воспитанники школы и артисты театра, ее выпускники. Особо радует, что у всех занятых в спектакле единый исполнительский стиль – танцевальный, виртуозный, музыкальный, выразительный. Хотя хореография центральных партий очень сложна не только для учеников, но и для взрослых артистов. Свободно и естественно льется танцевальная речь всех главных героев, что не часто увидишь даже в столичных театрах. Интересный захватывающий сюжет балета учит детей любви к родной природе, воспевает благородное чувство любви между братьями, нежного и трепетного чувства к любимой, знакомит с верованиями и традициями своего народа. Содержание балета связано с историей 2 братьев. Старший брат Ючугею-Дюген, хороший Юдюген, и младший брат Кусаган Хачугур, вредный Хачугур. Балет начинается с эпического вступления, призывающего слушателей к вниманию. Затем появляется сказочная тема, легкая и танцевальная, рисующая картину сказочной долины. Парный состав оркестра не перегружает оркестровую ткань и создает прозрачную партитуру. Давайте послушаем вступление.
Первая картина первого действия показывает нам Урасу братьев-сирот. Старший брат собирается на охоту, младший же спит и никак не хочет просыпаться. Старший брат грудь младшего дает наставление присмотреть за домом, убраться во дворе, починить рыболовную сеть и так далее. Размеренная и неторопливая музыка темы сборов на охоту характеризует образ положительного, собранного, ответственного Ючуге Юдюена. В партии оркестра слышны призывные возгласы труб, проходящие в балете лейтмотивом. Для старшего брата это призыв к охоте, а для младшего – к действию. Тем самым подчеркивая разницу между взрослым отношением старшего брата и безответственным подростком, пытающегося подражать взрослым. Тема старшего брата прерывается интонациями теми линий младшего брата. Вариации брата старшего написаны в трехчастной форме и представляют собой классический танец. Квартовые интонации, маршеобразность, приподнятость дополняют добродушный и любящий образ старшего брата. Предлагаю вам посмотреть сцену сбора на охоту. Розалия Рашитовна, Да? мы видео не видим. Сейчас еще раз попробую. Но у меня вроде бы с текущего слайда должно быть. Сейчас видно? Нет. Нету. Нет. Так, давайте еще раз попробую тогда выйти. Демонстрацию ставить, еще раз зайду. По идее, должно показываться. Увертюры тоже не слышно было. Не видно. Так. А может, Сейчас- ловите... Видно? Нету. Сейчас видно? Нету. Нет. Нету. Так, интересно, было до этого видно все. Что-то я не так с демонстрацией, может быть, делаю. Совместные нажимали, да? Совместный доступ к звуку есть. Совместный доступ как бы нажимала. Давайте еще раз остановлю демонстрацию. Вроде бы в прошлый раз получилось. Да. Так, демонстрация. показывала. Совместный доступ к звуку. Так. Поделиться. Сейчас попробуем еще раз. Сейчас видно? Нету еще. Может быть, загружается? Так и не видно, да? Нет. Так и не видно. Так, что я не так делаю тогда? Может быть, загрузить. А было до этого, да? Вик? До этого было видно, да. Попробуем еще раз. А если Пока передать... слайдов с текущего слайда. Вот. Видно, да? А вот весь Всё экран хорошо. можно сделать? Вот весь экран. А это во весь экран, да. Сейчас видно, да? Да. Хорошо.
Следующую картинку видно? Следующую. Да-да-да. Ага, тогда я не буду выходить из полноэкранного режима. Продолжим, да? Следующая далее сцена лени характеризует непослушного, ленящегося младшего брата Хачугура. Оставшись один, он берется то за одно, то за другое дело и бросает начатое, так как ему не хочется работать. Далее звучит вторая тема Хачугура, характеризующая его как непослушного, шаловливого ребенка-проказника. Не выполнив свою работу, Хачугур берет лук и стрелы и убегает в лес за братом. Давайте посмотрим отрывок из сцены лени и танец Хачугура. Во второй картине старший брат на охоте встречает разных зверей. Зайцев, белок, косулей, которых жалеет и трогает, радуется им. Звери не боятся его, видя его доброту. Каждый персонаж показан своим регистром. Тема зайцев в среднем регистре, белок в регистре повыше. Косули показаны цокотом копыт. Эта картина завершается общим танцем зверей. Но тут появляется младший брат со своим оружием, пугает и разгоняет всех зверей. В этот момент опять звучит тема Хачугура. Предлагаю вашему вниманию эту сцену.
старший брат замечает прилетающих стерхов. Они появляются на экране задника. Стерхи опускаются на поляну, снимают крылья и танцуют, превратившись в прекрасных девушек. Молодой охотник наблюдает за ними из укрытия, любуется их красотой и влюбляется в младшую, Орлы-Коо. В танце стерхов большое значение приобретает нежное звучание арфы, наводя на образы из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. Это очень нежная, просветленная воздушная тема, в которой слышны переклички деревянных духовых инструментов оркестра. Давайте посмотрим отрывок из танца стерхов. Появляется старший брат и нечаянно натыкается на крылья. Подобрав одну пару, он убегает с ней. Настает пора улетать домой. Старший брат, видя это, робко подходит к Орлы-Коо и останавливает ее. Встретившись глазами с молодым человеком, она тоже влюбляется в него. Но ей надо домой. Девушки вновь превращаются в белых стерхов и исчезают за горизонтом. Орлы-Коо тщетно пытаются найти свои крылья, Юдуен сопереживает, успокаивает и развеивает ее грусть. Между ними вспыхивает любовь. Дуэт Орлы-Коо и Юдуен представляет собой классическое адажио. Лиричная выразительная мелодия показывает зарождающееся и расцветающее светлое чувство любви. Давайте посмотрим дуэт.
конце второй картины младший брат, порезвившись и наигравшись с крыльями, бросает их и уходит домой. В момент его появления вновь звучит ли тема непослушного баловня, наполненная отрывистыми колкими интонациями. Третья картина – это сцена домашнего уюта. Здесь мы снова видим Урасу братьев, где они дружно живут втроем. Младший брат хорошо относится к возлюбленной старшего. Когда старший брат уходит на охоту, проводив его, девушка тоскует по своим сестрам и дому. Арылык-О не может остаться на земле, она младшая дочь небесных божеств Аы и предназначена жить в верхнем мире. Ее сердце разрывается, Кочугур пытается ее успокоить. Он предлагает ей сыграть вместе в якутские народные игры, но девушка продолжает грустить. Арылык-О рассказывает ему о себе, изображая стерха, она пытается взлететь. Кочугур вдруг понимает, что это он взял ее крылья, вспоминает, где их выбросил, приносит и отдает их девушке. Обрадовавшись, Арылык-О одевает крылья, превращаясь в красивую белую птицу, и улетает. Перед тем, как улететь, она дает украшение Бастынгу, младшему, чтобы тот передал старшему брату в знак ее любви. Музыка третьей картины, как и на протяжении всего балета, отражает действия героев. Звучащий мотив или фраза четко подчеркивают каждое движение артистов. Так звучат интонации темы старшего брата, когда его провожают на охоту. Триольная, плавная и спокойная тема печали Арылык-О прерывается интонациями темы младшего брата, который пытается ее отвлечь. Предлагаю посмотреть эту сцену.
Возвратившись с охоты и узнав о случившемся, старший брат очень расстраивается. Он решает найти Орлыкова. Взяв охотничье снаряжение и украшения, он отправляется в путь, оставив младшего вести домашнее хозяйство. Но Хочугур не может отпустить его одного в нелегкий путь. Берет лук и стрелы и уходит вслед за ним. В четвертой картине второго действия, после долгих скитаний, юноша приближается к пути в Верхний мир. Его встречает старик-хранитель. Танец старика-хранителя рисует лукавый и комичный образ. Хочугур догоняет старшего брата и просит его взять с собой. Братья обращаются за помощью, просят показать дорогу в Верхний мир, но старик хитрит и отправляет их совсем в другую сторону, показывает ложные пути. Братья блуждают по лесу и снова выходят в обитель старика-хранителя. Между героями происходит мизосцена. Старший брат уважительно просил показать ему дорогу в Верхний мир, а младший подбегает, хватает старика-хранителя за плечо и трясет его, хочет силой узнать дорогу. Тот кричит от боли и, закрыв глаза, притворяясь, падает в обморок. Оба брата пытаются привести старика в чувство. Хочугур просит прощения. Братья умоляют старика-хранителя помочь им, и тот соглашается. Юдеен уходит, а Хочугур остается со стариком, ведь дорога очень опасна, и маленькому не разрешается ходить за братом. Далее следует сцена нападения волков. Мы видим темный лес, появляется стая волков и нападают на юношу. Он вступает с ними в схватку. Во время схватки вновь прибегает непослушный Хочугур и пытается помочь брату. Но они бессильны перед стаей голодных волков. Тема нападения волков создает очень мрачный, даже беспощадный образ.
и отгоняет стаю волков. Властная, энергичная музыка рисует образ могущественной шаманки с бубном, прогоняющей зло. Братья благодарят Удаганку и объясняют, куда и зачем держит путь. Выслушав рассказ, она провожает старшего брата в верхний мир, а младшего оставляет со стариком-хранителем. Пятая картина – это сцена обитателей верхнего мира, отражающая неторопливый, величественный и светлый мир божеств верхнего мира.
Появляется Юдеен, преклоняет колено перед божествами и просит разрешения отпустить невозлюбленную. Выслушав рассказ юноши, божества дают свое согласие при условии, что он узнает свою возлюбленную среди стерхов. Стерхи окружают старшего брата, летают вокруг, запутывают. Но среди 7 птиц молодой человек находит Орлыкоо и надевает на нее бастынгу. Птица превращается в девушку, они подходят к божествам. Сцена благословления очень торжественная, величественная, наполненная счастьем и уважением к традициям. Дуэт Орлыкоо и Юден «Адажу счастливых влюбленных». Красивая и воздушная мелодия, полная любви и нежности, воспевает силу любви и добра. Давайте посмотрим отрывок.
Молодые благодарят божества за прием, что позволили найти друг друга и благословили. Далее следует финал. Открывается сцена, и молодые оказываются на земле. Появляются звери, Хачагур. Все радуются и ликуют. Балет заканчивается радостным триумфом любви и добра. В балете «Сказочная долина» Кирилл Герасимов не придерживается классических канонов, а использует номерную структуру и принцип сказного развития. В нем также нет прямого противостояния добра и зла. Хачагур, оказавшийся вначале избалованным, шаловливым проказником, проходя через ряд испытаний, меняет отношение к окружающим, поведение и исправляет свои ошибки. Структура балета «Сказочная долина» отражает его специфику и представляет собой сочетание различных танцев. Классические основные танцы, характерные танцы, связанные с героями балета, историко-бытовые и мизансцены.
кандидат искусствоведения, научный сотрудник Института русской литературы, Пушкинский дом города Санкт-Петербурга, Некрылова Анна Федоровна в своей рецензии на балет «Сказочная долина» отмечает: в основе его якутский сказочный фольклор, что совершенно оправдано, особенно для первого национального детского балета. Содержание и либретто «Сказочной долины» погружают и юных исполнителей, и юных зрителей в волшебный мир сказки, который не только завораживает и радует, но и учит добру, справедливости, ценности дружбы. Мальчик, как и полагается в сказке, проходит через ряд испытаний, которые делают его лучше, умнее, доброжелательнее. Представление носит яркий национальный колорит. Это очевидно в сценарии, в персонажах, в пластике, в визуальном оформлении сцены, в костюмах и в музыкальных лейтмотивах. Сочетание фольклорно-этнографических элементов и мотивов с условным балетным костюмом воспринимается и как дань уважения традиционному национальному наследию, и как явление современного искусства. В этом, мне кажется, заключается главная задача и смысл подобных начинаний – сделать мудрость предков культурным достоянием современности, обеспечить столь необходимую связь и преемственность поколений и культур. Смирнягина Татьяна Юрьевна, режиссер-постановщик, профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Института современного искусства в городе Москве, отзывается на премьеру следующими словами. «Сказочная долина – явление авторское, заслуживающее профессионального восхищения и уважения. На основе фольклорного и литературного текста автор создает драматургический текст. Оригинальный сценарий со всеми коллизиями и перипетиями. И уже на основе сценария разрабатывает либретто, уникальную драматургическую основу балета. Композитор на основе данного либретто сочинил музыкальную партитуру, на основе которой хореограф создал самобытную хореографическую лексику для детской балетной труппы в сопровождении симфонического оркестра. Музыкальное содержание детского балета органично передает мифопоэтическое содержание сцен, характеристики сказочных лесных и небесных обитателей. Оркестровка прозрачна, иронична, в сценах с мифологическими персонажами эпична. Вся музыка балета – это авторская музыка, в которой умело используются черты стиля Дегерен. Единственным исключением является использование автором в танце стерхов темы песни «Долина стерхов» известного якутского мелодиста Захара Винокурова. Она несет в себе ярко выраженный национальный колорит, любовь к якутской природе, своему народу, бережное отношение к верам якутов и отношениям между людьми. Подводя вышесказанное, мне бы хотелось снова обратиться к словам Виолетты Майниеце. Музыка композитора очень мелодичная и танцевальная. Она легко воспринимается, словно сама приглашает на танец. Каждый персонаж наделен определенным лейтмотивом, который трансформируется в течение спектакля. Возвышенная и лиричная музыка для партии старшего брата охотника, особенно в его дуэтах с девушкой-птицей из Верхнего мира. Озорная, шаловливая, сочинена композитором для младшего брата-подростка, который пытается подражать взрослым, но пока по-детски шаловлив и проказлив. Динамичная мелодия шаманки, помогающей братьям. Грозная, чуть безпощадная характеризует волков, врагов людей. Божественным музыкальным сиянием окружен мир богов. Простые и наивные мелодии танцев лесных зверюшек. Они легко запоминаются. Весь балет проникнут добром, оптимизмом, каким-то особым присущим якутскому искусству, мудрым созерцанием, почитанием старших и древних традиций. И в заключение мне бы хотелось пригласить вас на постановку балета «Сказочная долина», которая пройдет 11 мая этого года в Театре оперы и балета. Спасибо за внимание. Угу. У меня все. Ага. Спасибо. Спасибо большое. Великолепный балет и великолепная лекция. Очень много материала, и все на фрагменты разделено. Очень хороший материал для тех, кто здесь сидит в эфире. Если это в Ютубе будет, уже есть темы, распределены разделы. Я вот сейчас думала, да, что можно на уроке это использовать. Это раз. Во-вторых, у нас в эфире есть Кирилл Афанасьевич. Кирилл Афанасьевич здесь, да, Кирилл Афанасьевич? Да, как он сочинял эту музыку? Кирилл Афанасьевич, как вы сочиняли?
эту музыку. Вам дали либретто вместе с Екатериной Лаврентьевной, да? Да, Как Чайковский под ногу или у вас были свои темы? Поделитесь, пожалуйста. Что-то микрофон. представлено либретто балета. Ага. Я вот шел по либретто, и мы, главное, работали в тесном взаимодействии, контакте с Катериной Лаврентьевной, что способствовало вот такому ну, органичному такому течению музыки и хореографии. Поэтому при постановке не вставало никаких вопросов по музыкальной части, что часто бывает в балете. Ага. Ну, то есть изначально уже все было согласовано. Да, все было Ага. согласовано, поэтому постановка, ну, во-первых, я очень доволен постановкой Екатерины Лаврентьевны. Очень талантливая постановка, и как она чувствует музыку, и как она чувствует нюансы, и такие вот очень остроумно передает вот, жестами и танцами вот, Ага. моменты музыкальные. И Ага. она это здорово чувствует. И Ага. были моменты неожиданные для меня, очень остроумно решенные. Вот. Ага. И поэтому я очень доволен постановкой, конечно. Ага. Ну, потом, конечно, там пантомимы много, да, вы имеете в виду. Но хорошо бы было вот написано Прасковьи Еремеевной сам сюжет-то как прямо все Ну, выписано мне, же было, да? Очень, не просто либретто. мне вот очень нравится, что у нас совпала балетная драматургия с музыкальной, Вот. потому что в балете есть своя хореографическая драматургия, которая должна учитывать свою специфику, да, там сочетание танцев, мизансцен, и чтобы это шло естественно и динамично. А в музыке тоже это должно присутствовать, чтобы музыка тоже строилась вот на таких в развитии, контрастах. Тоже, чтобы оркестровка тоже, есть тоже оркестровая драматургия своя. Поэтому это должно все очень удачно совпасть. Поэтому мне так кажется, что вот это все удачно совпало Ага. в Но балете. потом должны быть очень такие понятные для детского восприятия темы, да? Музыкальных характеристик. Да, здесь, Дети же конечно, танцуют, и для во-первых, детей. здесь во время написания, конечно, я всегда озадачивался, чтобы были темы детские, наивные, но не простые, не простоватые, Да, да, не да. такие вот, Ага. ну, как скажем, такие, ну, как примитивные, чтобы они были и понятны, и просты, и в то же время, как бы, там не должно быть такой вот примитивности. И мне вообще-то, хотя были сроки очень там даны мне небольшие, но я, в принципе, работал с удовольствием, и как-то этот балет мне шел, ну, в принципе, по большому счету легко, хотя, конечно, это относительно легко. Ага. Но, ну, главное, я работал с удовольствием, потому что вот такая тема детская, и именно Ага. вот с такой тематикой, именно вот такой тематикой, и у меня вот в голове сидело, ну, во-первых, в каких-то мечтах у меня было вот написать такой детский балет, чтобы это было. Ну, именно как-то вот совпало. Вот когда мне Дарья Ивановна, директор балетной школы, предложила написать балет, я вначале испугался сроков, поэтому вначале отказался, говорю, не, просто я физически не успею. Но как она, конечно, у меня
ну, просила, убеждала. И я так пробежал глазами по сюжету, и мне понравилось. Ну, сюжет очень как-то понравился. Это то, что я хотел. И поэтому это как-то меня все-таки сподвигло на то, чтобы написать, чтобы согласиться и взяться за эту работу. Ага. Ну, потом коллектив уже готовый был, и видите, столько детей задействовано. Это, конечно, отдельный труд, неоценимый вклад балетной школы, да? Что Ну, у нас есть конечно, такая здесь балетная школа, которая может поднять такие пласты. это Да? самое отрадное, что Самое главное, да, то, что балет был реализован всей школой с первого вот. по этот, самый такой, ну, Там курсы, там, ага. 10 класс, да, самый у них. Да, Вот. там, Все ага, участвовали все преподаватели, которые да. ставили танцы. А Екатерина Лаврентьевна является сама выпускницей этой школы. Понимаете, это 100% работы школы. И танцевали все, и да, ну, те вот, кто взрослые, те, кто работают в театре, они вот недавние выпускники тоже балетной школы, поэтому это заслуга такая, балетная школа огромная, конечно. Ага. Да, И ну это, мне только вот да. благодарность в их сторону, конечно. Да. Ага. Ну, в общем, очень замечательно. И это, между прочим, заделы, если бы вот сейчас не наши вот эти санкции, они должны были гастроли быть и так далее. Очень перспективный, да, балет. Можно и зрелищный, и столько там национального колорита. Ну, в общем, замечательное Ну явление. вот уверенность Ага. придает вот эти рецензии, которые дали Да. вот эти перечисленные критики, люди, знающие и, ну, всю балетную палитру не только в России, наверное. Поэтому Да. для меня есть такой Состояние. положительный отзыв, очень ценно, конечно. Угу. Вот. Да, в Ну, общем, огромное вам спасибо, что и вы на это хотелось сделали. поблагодарить Розалию Рашидовну вот такое Да. представление балета. Ага. Да, конечно, это такой труд, и она, в принципе, представила такой, ну, по возможности, ну, по времени, конечно, Да. по возможности, так Ага. полно раскрыла все содержание и течение балета. Ага. Учитывая, что вообще у нас теперь балет будет только в мае, один у нас сезон же дается, большую сцену, да, не все посещают, и поэтому очень хорошо приветствую я, что большие отрывки были, и с надписями уже вот это Ну музыковедческий. да, Это она хороший очень учебный хорошо, материал, кроме всего прочего. Да, очень Чаянда хорошо Кимовна? подготовила Ага. материал, и все Да, очень видно и доступно. Всё да. Кроме понятно. всего прочего. Чаянда Кимовна, вот спасибо, Кефан. Чаянда Кимовна, что Да, вы я можете? вот жду, чтобы словечко вставить, Ага. хочу поздравить вот тоже Арктический институт, да, вот с продолжением очень интересного цикла. Очень хорошая вот эта вот организация, мне нравится. Вот в любое время, в любом месте, как видите, мы по субботам вечерами тоже на работе. Да. Ага. Конференция, вот, я слушала, конечно, да, вот это, но, к сожалению, вот музыкальные фрагменты у меня совсем не звучали, я вот как-то вот не верила студентам, которые говорят, что не слышат, вот действительно, оказывается, вот не слышно. Вот местами картинки было вот слышно, а звук прямо вот уходил, да. Но тут вот я слышала подготовку Розалии Рашидовны в течение дня, так что я музыку слышала в коридоре родного Нет, колледжа. а мы все слышали. Вообще замечательные кадры. Ну вот Съемка вообще великолепная. телефона у меня компьютер занят, поэтому телефона тут, оказывается, как-то оно слабо очень это. Ага, ну вот хотела поздравить, да, конечно, в первую очередь и Кирилла Афанасьевича, автора балета, наконец-то долгожданное вот исполнение первого крупного сочинения, да, также ждем премьеры «Благословенных узоров», второго балета Кирилла Афанасьевича. Музыку все слышали, да, ну, гениальная такая, светлая, прозрачная музыка детского балета, она прям, я вот сижу, вот как раз вот мы готовили доклад, думаю, господи, где я слышала эту музыку? Вот это, что мы это...
Потому что нам Кирилл Афанасьевич, да, у нас такая привилегия, мы где-то за месяц, за два до премьеры имеем возможность услышать музыку Кирилла Афанасьевича, которую он представляет преподавателям и студентам теоретического отделения вот нашего колледжа. Он уже презентовал нам эти два балета, мы слушали, они прям смотрели, следили по нотам, то есть вот это, конечно, вот и музыка прямо входит, очень мелодичная, такая запоминающаяся. Ну, то есть темы и так далее, конечно, ну, просто очень, ну, просто приятная и волшебная такая музыка, очень чудесная. И, ну, поздравляю коллегу, значит, Розалию Рашитовну, так как часть я не расслышала, тоже, значит, хотим повторения, так сказать, лекции. Может быть, нашим теоретикам тоже прочитайте. Но вот то, что слышала, конечно, это такой полный, достойный разбор балета. И просто хочу, да, вот напомнить, что как бы вот, ну, детские балеты, они, конечно, тоже были, да, вот можно вспомнить «Волшебный олень» Захара Степанова, да, и «Зеленое волшебство» Полины Ивановой, но, к сожалению, они как-то вот, ну, не получили такого вот яркого сценического, значит, воплощения, вот как вот именно вот балет Кирилла Афанасьевича, тем более исполненный детьми, да, силами вот якутской балетной школы, которая показала вот очень высокий уровень своего артистизма, уровень своих учеников. Вот мне до сих пор очень, значит, ну, запомнился образ вот плохиша, да, эти кусала. Такой прямо был мальчишка, просто вот он сразу вот как-то вот он завоевывает, да. И даже как-то жалко его Куган называть, он очень даже милый. Вот. Поэтому хочу поблагодарить и пожелать вот дальнейших успехов нашему композитору уважаемому и, конечно, вот коллеге, музыковеду Розали Рашитовне. Спасибо. Спасибо вот за цикл. Я с удовольствием всегда его смотрю. Спасибо. Да. Вот получите сертификат. Да, это наш хороший проект. Да, спасибо за отзывы. Тоже за проект. У нас еще будет Светлана Владимировна в следующий раз. Ага. Ну, Розалия Рашитовна, вы что еще хотите сказать в заключении? В принципе, мы уже долго сидим, 1,5 часа. Ага. Да нет, наверное, пожалуйста, можно вклиниться, можно вклиниться. Ага. Вы знаете, коллеги, я поздравляю, конечно, от души, очень праздничное, радостное настроение. Прежде всего, Кирилла Афанасьевича, потому что он умеет писать абсолютно разную музыку. И вот сейчас мы столкнулись с совершенно такой небесной сферой. Это очень приятно. Там, конечно, она не примитивная. Там есть и монотематическое начало, там есть система лейтмотивов, там есть и противопоставление в музыкальном смысле образов. Поэтому эту музыку надо изучать еще и с точки зрения как бы средств выразительности. От души поздравляю то есть Розалию Рашидовну. Почему? Потому что такое лаконичное, красочное, интересное и очень такое полное изложение, просто большое спасибо. Единственное, хочу сказать, это балет не первый. Первый детский балет был написан Кацем Валерием Геннадьевичем, и назывался он «Кюнко». Вот. Но он ставился в 80-е годы, в 70-е, сейчас, в настоящее время, к сожалению, он не ставится, и поэтому впечатление, что это первый балет, но даже если не первый, все равно очень хороший. И еще у меня такое замечание, я не согласна с регламентом суббота в ночь на воскресенье. Почему? Потому что, ну вот у меня, например, внуки, у кого-то дети, все, но у нас вообще режим рабочего времени совершенно перестал соблюдаться. СМС-ки приходят с утра до вечера, с вечера до утра, и все время мы в работе. Но все-таки надо придерживаться какого-то регламента рабочего времени, потому что, ну, есть другие дела, к сожалению. А так всех поздравляю, большое спасибо. Угу. Ну, это время нам выделено этим национальной библиотекой, они же очень тоже все сделано у них, да? Все заняты, очень много эфиров. Ну, мы рады, что это хорошая платформа. И у нас, в общем, здесь группа уже сформировалась.
Ну, в следующий раз у нас будет в апреле, да? Последнее. Да, у нас в апреле, Да, в и мы на субботу, этом также завершаем. в 17:00. Да, И 17 завершаем Да, и завершаем, уходим на каникулы, и только до осени. до осени встретимся. Ага. Вот, ага. Ну, я хочу сказать большое спасибо Розалии Рашитовне за такой прекрасный вечер субботний, прекрасный балет, красивая музыка. Я вообще очень довольна. Я сегодня вообще устала с утра. У меня была конференция, 2 доклада. И вот от души отдохнула. Спасибо вам большое. Да. Ага, Мгм. спасибо. Спасибо. И всем спасибо, всем участникам большое-большое спасибо. Мгм. Очень хорошо что Кирилл Афанасьевич сам был тоже. Да, Все. Мгм. уже второй доклад Розалии Да-да-да. Ага. исследователя Спасибо. по творчеству. Ага. Тогда мы завершаем, да? Всем Да. большое спасибо. Да, всем большое Спасибо. спасибо. Да, До свидания. спасибо. Ага. До свидания. Спасибо. До Спасибо свидания. большое. Ага. До следующей лекции. Мы всех Да. ждем. Ага. В До Ютубе свидания. будет вот эта вот лекция наша. Да, в Ютубе будет, я в группу отправлю. Ага. Да, спасибо. Ага. Розалия Рашидовна, спасибо. Наше.